Давайте рассмотрим бурятскую поговорку «Залху идейны хорхе, а жовших ины хорхе». Со значением «ленивый рассказывает о том, что съел, а трудолюбивый о том, что сделал». Всегда был понятен общий смысл этой поговорки, но далеко не всегда была понятна логика построения этой структуры. А для того, чтобы самому использовать в жизни такие речевые обороты, нужно понимать логику их построения. Начнем с того, что в конце у нас стоит слово «хорх», и человек, владеющий грамматикой бурятского языка, может воспринять его как глагол в форме будущего времени. Но, исходя из контекста, мы понимаем, что речь не идет о будущем действии лентяя или трудолюбивого человека. Речь идет о их свойстве рассказывать. Соответственно, хорхе употреблено в своем первичном значении причастие свойства. А после причастия, как мы поняли, должно быть определяемое им слово. В данном случае этим определяемым словом будет существительное хум. И, соответственно, мы помним, что в конце бурятского предложения всегда стоит сказуемое в виде глагола. В данном случае глаголом будет самый распространенный бурятский глагол «бейне». Итак, полная структура «залху идейны хорхе хум бейне». Теперь разбираемся с тем, о чем же он рассказывает. Здесь мы видим причастие совершенного вида идейны с долгогласной в конце. Раскручиваем его в изначальную структуру. Долгую гласную мы знаем, что это сокращение от «орунго», вытаскиваем его вперед, получается «орунго идигун хорхе хумбейн». Теперь мы видим, что после «эдигун» у нас тоже нет существительного. Надо его восстановить. Рассказывать о чем-то по-бурятски будет «юма хорхе». Соответственно, это слово «юма» в винительном падеже «юмые» мы вставим между словами «эдигун» и «хорхе». Получается «залху орунго эдигун юмые хорхе хумбейн». То есть ленивый – это человек, имеющий свойство рассказывать о том, что съел. И дальше то же самое «ажалшан орунго хын юмые хорхе хумбейн». А трудолюбивый – это человек, который имеет свойство рассказывать о том, что сделал. Осваивайте бурятский язык, дахил музыта, верьте.